Видео оланидме намдона видео сейчас и велочь сейчас. Тавун тыянка дме, волочь Светлана, а свечка комиков урок. Здравствуйте, мои дорогие ученики! Сегодня суббота, а значит разговорный урок коми-языка. И сегодня у нас с вами новая тема. Горца пемас. Горца пемас или домашние животные. Горца пемас. Самым важным животным у коми и самым добрым помощником была лошадь. Лошадь. Сено привезти или дрова из лесу. Да и самым главным транспортом была именно лошадь. Главным кормильцем была мыс. Корова. Мыс. Тут тебе и молоко, и масло, и ряженка, и мясо. Так и называли хозяюшки корову. Вердыша имена, кормилица наша. Мыс. Главным другом и соратником коми-охотников была Пон. Пон – собака. Особо ценилась четырехглазая собака, когда над глазками собаки были цветные пятна. Считалось, что именно такая собака видит нечистую силу и лучший охотник. Пон – собака. Кань – кошка. Кошка у коми считалась главным оберегом от нечистой силы, поэтому в каждом доме старались держать трехцветную кошку. Именно трехцветная кошка была оберегом от нечистой силы. Во многих обрядах кошка является именно вот этим оберегом. Кошка, кань. Уже позже появились меж. Овца, меж баран. Меж. Какие теплые варежки и носочки получаются из шерсти и меж. Как же обойтись без яиц? Поэтому очень нужно в хозяйстве петух и чипан, либо кураг. Чипан – кураг, курица. Курица по коми имеет два названия – чипан, кураг. И, конечно же, свинья обеспечивала мясом всю большую семью коми. Борщ. Свинья. Борщ. Коза появилась намного позже, ведь источником молока была корова. А козье молоко, оно тоже полезно, поэтому во многих хозяйствах у коми есть коза. Коза. Не могла упустить я одно домашнее животное, это шир. Много вреда она наносит коми людям. То зерно украдет, то сухарей стащит. Но очень интересно, что много обрядов связано именно с с мышкой. Например, молочные зубы у детей дают не зубной фее, а именно мышке. И у нее просят новые, красивые, белые и крепкие зубы. Шир. Мышка. Но мы тавун кажла ставис. На сегодня все. Аддишлетеч. До свидания.